Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Эту святую мшу спrawują za померлого Богданович Эдуарда, благодати смерти, просячи для его радости життя вечного у Володарстве Небесным. Сегодня у Костеля переживаем свята Хросту Пана. Warto podczas сьогоднішньої святої мши припомнити об своїм хрості. Ми, може, його і не пам'ятаємо, але з наших батьків, за батьків хростних, і так само, може, і за святара, які нас хрестив, дякуючи якому ми сьогодні маємо великий титул. Титул більше, ніж бути королем сучасного світу. Титул є м'яном таким самим, яким є названий сам Ісус Христос, czyli бути дитям Божим. Z гэта наша удзячнасць за прыналежнасць да Пана Бога. І з гэтай удзячнасці хочам сёння асвяціць гэтую воду, якую, можа, хтосьці прынёс, і таксама быць акропленым на памятку нашага хросту. У памяць аб гэтай падзеі благаславім воду, якой будзем акроплены на пачатку святой імшы, якую таксама зможам узяць з сабою пасля імшы, каб рабіць ёй знак крыжа перад тым, як выйсці з дому. Або как окропить ёю наше помешкание. Боже наш Ojcze, Твой одинородный Сын увойшел у воду Иордану и принял кровь с рук святого Яна, своего попередника. Святый, безвинный, бездоганный Иисус не потребовал очищения, однако пожадал пройти прозгретое обмытье, как освятить воду, якая у сакраменте хросту повинна была стать крыницей нашего очищения. Благослови эту воду, якой мы будем окроплены на знак покаяния, якой будем окроплять наше помешкание и робить на себе знак крыжа. Нехай гэтая вода нагадывая нам прийнятый хрост, праз які мы окунулися разом с Христом у Его смерти, у воскрешения зим до нового життя. Ойча, потрымливай нас Твоей ласкою, как мы верные Духу Святому заўсёды жили, як Твои усыновленные дети, яких Ты уподобал праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Дякуем Тебе, хвали Твоей, Пане Боже, нам небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христос.
Gloria. Panie Boże, baranku Boży, Synie Ojca, jaki darujesz na sobie braki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki darujesz na sobie braki światu, przyjmij molenie nasze, jaki sądzisz prawa ruszajca, zmiłuj się nad nami. Bo wolni Ty światy, wolni Ty nasz Pan, wolni Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria, Ecce Deo. Gloria, 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 Ecce Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный вечный Боже, после хрещения у Иордании Ты урочисто обвестил, что Христос, на якого зышел Дух Святый, это Сын Твой умилованный. Дай просим, как усыновленные Тобой и одродженные с воды и Духа Святого, завсёды жили мы у Твоей любови, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Amen. Ось слуга мой, якого уподобала душа моя. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан. Ось слуга мой, якого я потримаю, вибранник мой, якого подавала душа моя. Я спаслал духа своего на его, и он принеси народам правосудие. Не будет кричать и не будет ускликать. На улице не будет чутно голосу его. И он не зломит с надломленной трястины и не погасит тлеющего кноту. Для правды принеси он правосудие. Не ослабнет и не надломится, покуль не установится правосудие на земле. И наказывая его, чекают с островы. Я, Пан, окликал тебе у справедливости, и взял тебя за руку, и сформовал тебе, и учинил заповедом для людей, светлом для народов, как ты открыл очи слепым, из вязницы вывел полонных, с дому зневоленных тых, кто живе у темы. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Пан благословляє свой народ спокоем. Пан благословляє свой народ спокоем. Отдайте Пану, Сыны Божия, отдайте Пану хвалу и славьте Его могутность. Отдайте хвалу имени Его нам
Бог помазав його Духом Святим. Читання книги «Дій апостолів». У ті дні Петр, відкривши усни свої, сказав: «Це правдою розумію, що Бог не зважає на особу, але у кожному народі милий йому той, хто боїться його і поступає справедливо. І він послав своє слово синам Ізраїля, обіщаючи спокій про Ісуса Христа. І він єсть паном усіх. Ви ведаєте, що відбувалося во всій Юдеї, починаючи від Галілеї, після хресту, який обвістив я. Ведаєте, як Бог помазав Духом Святим емоцію Єсуса з Назарету, який ходив, робячи добро і оздравляючи всіх пануванням дьявола. Бо з ним був Бог. Це Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Раскрылись небес и зазвучал голос Отца. Это Сын мой милованный, его слухайте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia według Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час, коли народ чекав, і коли всі розважали у серцях своїх про Яна, чи не Христос йон, Ян відказав всім: «Я хрещу вас водою, але іде мацніший за мене, якому я не варто розв'язати рамінчика на сандалах. Ён буде хрестити вас Духом Святим і огнем». І сталося, коли хрестив увесь народ, і коли Єсус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы у цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на яго, і быў голас з неба, які прамовіў: «Ты сын мой умілаваны, цябе упадабаў я». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Брати і сестри, свята Хресту Пана з'являється апошнім днем святкування часу періоду Божого народження, хоч паводле традиції ще у костьолах вистроїть застається до 2 лютого включно, і так само до этого часу ми співаємо колядки. Чим есть свята Хресту, як не об'явлення? Колись во ўсходнім касцеле 3 свята святкавалася в один день. Перше – это объявление 3 мудрецам, якія прыйшлі з усходу, чым гэта показывало, что Иисус Христос народился не только для этого места, для Вэтлеем, для Иерусалима, але так само яго мели познать усе, народился на увесь свет, бо яго шукали и знайшли. Для нас так само показывает, что когда мы будем шукать Пана Бога, когда мы будем шукать помножение нашей веры, помножение любови, там и знойдем. По-другое, чому мудреці, бо так само Пан Бог присутнічає у мудрості слова, яке зійшло на Маті Божою, і гэтай мудрості слова, гэтае слово вялі пачатак. Мы по сённяшні дзень гэтага не разумеем, як то, дзякуючы слову, нараджаецца чалавек, бо ўся медыцына гаворыць проці. Другі этап – гэта тое, што мы святкуем сёння. Ісус Христос аб'яўляецца падчас хресту, czyli показывается, есть голос Божий, який говорить: «Ты есть мой сын умилованный, якого я уподобав». У Євангеліях паводле Луки, Марка і Матвея чуємо амаль те саме слово, яке ми сьогодні почули у Євангелії паводле Луки. «Ти есть мой сын умилованный, якого я уподобав». І це слово, брати і сестри, дотичить сьогодні кожного з нас. Бо кожен з нас, хто прийняв хрест, над кожним з нас були промовлені такі слова Богом Отцом. Чому? Бо ми маємо, як я сказав на початок Святої Мши, таку саму годність, як сам Ісус Христос, чи з'являємося дітьом Божим, дякуючи хресту. Чи Пан Ісус потребував хресту? Ні.
Ён гэтага не патрабаваў. Ён чыніць, каб гэта мы маглі прыняць тое, што можа дапамагчы нам у дарозе да святасці. Каб мы маглі ачысціць сваю натуру сапсаваную папраз першародны грэх. І Пан Езус таму прынимае хрост, каб паказаць, дзякуючы чаму гэта будзе адбывацца. Хрост — гэта не толькі вада, як мы пачулі ў сённяшняй Евангеліі, але таксама, як Ян Хрысціцель скажа, гэта і Дух Святы, которым мы ахрышчаныя. Бо дзякуючы гэтаму Духу Святу гэтая святая вада ажыццяўляецца і з нас змыты грэх першародны. Таму мы сёння стаім з удзячнасцю да Пана Бога за ўсе тыя ласкі, якія мы атрымалі ад Пана Бога падчас хросту, што мы можам называцца незвычайным іменем дзіцяці Божага. І трэцяя урачыстасць, якая святкавалась таксама ў адзін дзень, гэта было Пан Езус себе аб'яўляе на годах у Кані Галілейскай, чи на веселі у Кані Галілейскай, аб'яўляе як той, хто мае дар ад Пана Бога, который з'яўляецца Богом понад все. Czyli воду перамяніць у ваду ніхто з нас гэтага не ўчыніць. Это показывает, что моц Божия. Бо гэтае самае потомака вино, которое Пан Езус перамяніць, оно будзе здзейсняцца на апошнім судзе, можна так сказаць, знаку. Czyli Пан Езус скажа: бярыце і піце, калі падаць келіх наліты з віном, бо гэта ёсць кроў майго запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта. Хтосьці бы сказаў: все, на гэтым казанні можна было бы закончыць, але сённяшняя Евангелія, она вельмі глыбокая. Я толькі зрабіў такі ўступ да яе каротенькі, каб мы маглі зразумець, што сёння адбылося. Паглядзім. Ян Хрысціцель прапаведуе, і калі увайшоў Езус Христос, каб прыняць хрост, гэты хрост прыняў, мы сёння прачыталі, што у Евангелии паводле, что раскрылись небеса над Иисусом Христом. Раскрылись небеса. Докладно, когда мы будем читать, подобается Евангелие паводле Марка, там написано: не раскрылись небеса. Там ужитое слово греческое схизо, от слова схизма. Схизма — это значит что-то, что разрывается, что идет против. Там написано слово докладно: разорвалось небо. Чи кто з вас колись застановився, як это може разорваться небо? Ну, я собі не можу виобразити, як то небо можна розірвати. Тучу можна розогнати, але небо розірвати? Ну, нема можливості. Що буде за цим небом, коли ми його розорвемо? Ну, це не в наших міркуваннях, не в нашому зрозумінні розірвалося небо. Марк, євангеліста, буде вживати ще раз це саме слово при апошніх хвилинах Ісуса Христа, коли Ісус Христос вже сканає на крижі, почуємо: і прибиток святыні разорвався на дві. Разорвался так само, то есть стенка разорвалась. Не лопнула, а разорвалась на две. Вы представляете это слово? Это совсем две разные речи. Бо лопая — это лопая. А разрывается — это то, что можно обратно зашить. Обратно можно сшить, ведомо, поставить латку якусь, и все будет. Бо як лопне, то вже лопне. Бо шарик лопне, ми вже його не шиємо, бо його вже не надуємо, брати і сестри. Що тоді нас говорить свята хросту Пана? Чи ми справді падчас гэтага кароткага часу Божага нараджэння, чи мы аднавіліся, чи штосьці у нас разорвалася? Тое, што можа перашкаджала в адносінах да Пана Бога. Тое, што можа перашкаджала нам у любові ближнего чалавека. Бо Jesús Христос прыходзіць, каб даць прыклад не словам, а чынам. Гэты чын ён незвычайны. Над Jesús Христом разрываецца небо, каб паказваючы, і гэты гучыць голас: ты ёсць мой сын умілаваны, тебе я упадабаў. Гэтае слова, якія тычаць сёння кожнага з нас. Але яшчэ ў дачыненні да гэтага, што мы з'яўляемся у першай чарзе дзецьмі Божымі. І мы маем пра гэта памятаць, да чаго кожны з нас пакліканы папраз хрост святы. І таму гэтае слово, яно вельмі, вельмі важнае. Што ў нас, што я разарваў, што я адарваў ад сябе, што мне перашкаджае кахаць Пана Бога альбо ближнего чалавека. Хтосьці скажа: я кахаю Пана Бога, але чалавека не кахаю. Адзін са святароў на адной з канферэнцый я падаў такі прыклад, вельмі прыгожы. Як жа ён трапны, каб зразумець, як гэта можна кахаць Пана Бога, а чалавека ближнего не кахаць, ненавідзець альбо яго праклінаць. Гэта як бы бацька ішоў праз вуліцу з дзецьмі, і хтосьці бы запрасіў бацька на абед,
А детей сказал бы, дети не могут свести, нехай там погуляют, нехай там с голоду помирают. Мы тут только погуляем, посидим, поедим. А дети, ни один бы батька не вошел у гостиков. Дети его не остались на улице. Вот именно там оставил, то первое, а второе, их сам треба покормить. Сказал бы, альбо все заходим, альбо только, альбо никто не заходит. И то же самое, Бог. Пан Бог является нашим батьком, а лицом мы являемся все детьми Божьими. Як ми можемо кохати Бога, а не кохаючи другого чоловіка? Ну, немагчыма. Через это любовь до Пана Бога, она не актуальная, Бог ее не принимает. Пусть уже только, братья и сестры, какая есть моя сопраўдная любовь до ближнего человека, во всем створенное по образу и подобенству Пана Бога, что мы являемся детьми Божьими с принадлежности. Праз хрост, неважно, где мы его приняли, чи в церкви, чи в костеле, чи у протестантской церкви. У всех, кто принял хрост в имя Христа, имя Троицы, что это является христианином. А христианин — это единая речь, это любовь ближнего человека, как мы читаем в этих заповедях. Але это совсем другая тема, отходим от нее. Наступная речь, какая у сегодняшней Евангелии есть, это вельми важная речь, то, что Ян Креститель оставляет для нас вельми важное. Видите, как кто-то из нас имел померти за 3 минуты, и ему бы сказали, оставь что-то вельми ценное, скажи что-нибудь, передай свету своим близким, что-то вельми ценное. У 3 минуты. Чому би описує якусь ситуацію, ведаєш, там сын, там 10 далеко, за 30 царство, под деревом, дубом таким закопанных скарб, золото. Мне бы сказали, там координаты такие, в интернете убили, там золото копается. Так само и Ян Креститель, Евангелийска, говорит так званый каригма. У костей называется это каригма, что стиль важное. И он сегодня обучает, его последнее слово, которое я хочу для нас сказать. І ми їх прочитали. Так само вони гучать у Євангелії поводле Марка, у Євангелії поводле Луки і у Євангелії поводле Матвея. Никладно, ничем не изменяются. Ян Креститель говорит, я хрещу вас водой, але іде мацнейший за мене. Czyli Бог ким з'являється мацнейший. Моя моць, незвичайну моць, моя моць пробачання греху, моя моць науки такой, что научит нас скакать с делом одного. Которым проявляется потенга, мощность Пана Бога. Так докладно можно сказать. Вот это, и это Ян Креститель это звертает увагу во всех 3 описах Євангелія, які б ми не відкрили. Бо Ян евангеліста не описує в цій ситуації відносно хросту Ісуса Христа. Наклад, наступна річ, яка для нас має сказати, чим з'являюся я сам, чи я справді хочу бути чоловіком ахлярним чи ні. І ще апошняя річ, яка так само в сьогоднішній Євангелії гучить, гэта і не тільки в сьогоднішній в этих поводле 3 Євангелій описав, за кожним разом, коли Ісус Христос приймає хрост, є знак. І на Ісуса Христа зійшов Дух Святий у постаті кого? Телесної голуба. Голуб тут ужитий в женському роді. Голубки, так можна сказати. Чому? Бо треба було підняти ситуацію і зрозуміти, чим є голуб у Старому Тестаменті. Люди, коли приходили в Старому Тестаменті у святиню, то ніхто не приходив з пустими руками. Кожен повинен був за старших зложити якусь ахвяру. Або ціла сім'я складала ахвяру, або кожен поособку. Богатые складали, я думаю, овечек, волов, беднейшие складали птушку, голубку докладно, женского роду. И коли эту птушку, голубя, складалась в ахвера, и она сама прочувала, и она сама вытягивала голову, как эта голова была ей откручена, альбо отрубана. Вот такой способ, как ее сложить в ахвяры. С чего она это чинила? С любовью до этого человека. Она отдавалась, доверяла этому человеку. Теперь можем зрозуміти, чому в Євангеліях описано Дух Святий у постаті голубя. Это не только что птушка, мы подорвались и полетели куда-то туда. Нет, это ахвярность. Иисус Христос так само отдает свое житье. Его никто не примушает. Сам распиная свои руки, сам беря крыш, сам поднимая терновый венок, сам отдает свое житье. И он же Богом является. Мог бы в каждом моменте миссию свою отменить, але сам добровольно виконує те, до чого він був покликаний, на що він прийшов на землю. Это не есть символ голубя, який заходить. И символ голубя з'являється, ще має другое значение. Это голубя складали те, что были люди бедные.
тыя, што бедныя. Чылі беднасць, бядота і самаадданасць – это и есть символ любови. Но коли человек кахает другого человека, это он себе. Такого, как есть, своими слабостями, своими тяжкостями, своими трудностями, складая в ахвяру другому человеку. Такого, как есть. И когда другим по-сапраўднаму кахает, он его принимает таким, как есть, и себе так само навзаем складая в ахвяру. Бо ведает, чем есть сапраўдная любовь, что я не буду, как это было для меня добро, а как это было так гэты год, так Иисус Христос. Понимаете, такое поравнание, трошки хтось тебе сказать смешно, али такое же самое сапраўды, и оно ничем не изменное. Так что для нас, братья и сестры, это и есть знак, как мы в нашем житті захотели в эту урочистость. Объявление Пана. Вот это то же самое, трывая по сегодняшнюю хвилину от 6 по сегодня 11, да, 12, по 12 студеня мы сегодня трываем еще тым самым святі. Кому отчинили все читания, все Евангелия, которые мы читали в эти дни, все говорят только про одно. Иисус Христос объявляется на разные способы, а ничего Он объявился в моем житті. Він хоче объявиться у такой годности, якую мы отримали. И опошня, это такая, хтось тебе сказал, байка, заправная история, можно сказать, про красную шапочку, якая жила десь тут недалеко на Слонску. История бывалася у половине 19 століття. Жил король Гадуло. Карл Гадуло. Это не король был. Карл Гадуло – это один из шляхтицев. Правильно? А ваш шляхтицев титулу такого николи не отримал. Шляхетского. Вельми богатый, самый богатый человек у тих районах. Минус его был один, что с твари, на твари он вельми бридко выглядел. Его тварь была выкривлена, вся порезана, вся ушла. В очи глядели в разные стороны. На его никто не мог поглядеть. Никто взору не поднимал, когда ему поглядеть. Просто в очи. Это было немагчимо. Это было иметь чистое сумение, чистые намеры, как это учинить. И певного разу до этого панича у дворец постукала мама, которая разом с детем примирала голодом, бо была такая нищета. Постукала была пошлая речь, как это дитя принамсі уратовать могла, видела, что может отдать ей, как она колисти выховалась и была служанкой такая. Это была Ася, такая девчинка, милая она тогда 6 годиков. Ну, эта девчинка была принята, певного разу она бегаючи по этому панскому двору, прибегла просто до господара, подняла в очи на его, поглядела и улыбнулась на него. Все в шоку были, думали, что будет. Мы все лечили этого господара недрядным человеком, что он консеквенции получит, никто на его глядит. А она поглядела и улыбнулась, и он так само да и улыбнулся. В певному моменті господар зрозумів, бо дівчинка почала повторяти те саме гест неоднократно, що вона це чинить з любов'ю до його. Что она его поважает таким, как он есть. И постановил в этой Карл Гадуло переписать всю свою маёмость на эту девчонку, 6-летнюю. А теперь Гадуло пошел, конечно, в институцию, которая называется психиатрией, как выдали ему справку, что он психически здоровый, как колистия родня не подважила, что он это переписал, бо был не имел розуму, учинил в этом упоре кости. Все продумал, как было все правильно, верно, правда. Чему он так учинил? Бо имел великую маёмость. 40 копальняў вугля каменнага, 19 копальняў руды, 40 тысяч гектаров земли, 2000 гектаров леса, некалькі так званых худ руды, так само имел. Браты и сестры, маёмость якая велика, все полностью верит со мной. Кто-то тебе сказал, вось, с бедной девчонки закончилась пригожая история. Нет, это только початок этой пригожости. Бо эта девчонка, когда доросла, она здобыла титул шляхтица, и она так само постановила и памятала, что ее колисти кто-то отказал на Богу, и она сама заложила несколько таких городков невеликих, заспонсировала, побудовала несколько городков для людей, которые не имели где жить. И она сама побудовала несколько школ, и она сама заспонсировала несколько святынь, которые постоят на Слонску по сегодняшний день, и люди их користуются. Чому не надо чинять? Бо колисти отримала. Брати і сестри, ми отримали много більше, чим якісь ці титули, чим якісь ці доробок, чим отримала ця жінка. Правда, вона вже не живе, але отримала і вміла ділитися. А як би я поступив, як отримав щось таке? А ведь я маю на щось більше.
czym złota tego światu, czym tytuł króla współczesnego światu. Ja mają tytuł Dziecięci Bożego, czy ja tytuł w sobie rozwijаю. Wierzę w jedynego Boga, a i całkowicie Stворителя неба и земли, всякого вашего и немашего, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради Бога все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померков, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Верю в один святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. До Иисуса Христа, нашего Збавцы, который является светлом свету, с доверием изнесем наши молитвы за Христовый костел, как проскрос, и Он народжал новых детей для життя у власти. Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. Святого Отца, как пошираючи у свете правды Евангелия, и Он допомагал людям привести до одиного и правдивого Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За батьков, які жадають похрестити своїх дітей, як розуміли, отказно за їх релігійне виховання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За молодь, як вона мудра і розважливо користалася сродками масової інформації. Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. наших близьких померлих в особливий спосіб Богданович Едуард, богами по смерті, як добрий милосердний Бог, прийняв його у володарство з усіми святими. Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. нас собраних, як ми были удячные Богу за ласки, отримані подчас Святого Христу. Тебе просим. Выслухай нас, Боже, Пане. який брат Христя Твоего Сына разгоняешь землю, греху и смерти, выслухай наши молитвы, и учини, как перемагаючи зло добром, мы были у свете свідками святла, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 267. Тихая ночь, дивная ночь, свет ночи, поздно спит, открывается тая земля. Матерь ясна труда и письма, спит сыночек малый, спит сыночек малый. Дивная ночь, дивная ночь, Божий Сын, Ты один, кто лишь
мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Христову Святому. Боже наш Ojcze, привітання дарителям, приносим нам шанование объявления Твоего милованного Сына. З ласки Твоей нехай переменяется я на ахвяру Христа, як пожадал змыть грехи свету, який же ей благодарить на веки вечные. Пан з вами. І з духом твоїм. Укору серцеві. Узносим для Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Вона это и справедлива. Справді годна это и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze, Всемогутny, Wieczny Boże, Ty w cudownych znakach nad Jordanie objawił nam tajemnicу nowego chrztu. Twój głos прогучал z nieba, как мы поверили, что Твое слово пробывает сярод нас, сярод людей. Дух Святий, який зійшов у вигляді голубки, Ти намастив Христа Твоего слугу аллеєм радости и послал Його обвещать добрую новину убогим тому з анgelами у небе. Мы прославляем Тебе на землі, разом з ними ускрикаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полный хвалы поет. Осанна на вышинах, осанна на вышинах, осанна на вышинах. Благословенный Той имя Пана, благословенный Той имя Пана. Осанна на вышинах, осанна на вышинах, осанна на вышинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie падзяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягу. Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови, разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Józefem i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які воснули у надії на воскрешення, про Едуарда і про всіх, хто у Твоїй ласці пішов з цього світу і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евраменником, святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, святой сестрой Фаустиной, благословенным ксяндзом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, які з веку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu Ciebie i wieczny ja. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, kapły mamy stać dziećmi Bożymi, Tomu pełnią wdzięczność śpiewająca kazać, Ojcze nasz, Который Отцу небе, святися имя Твое, приди во богатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надежды и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а и на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно зы Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічний, а супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, Тебе отпускаешь все грехи, смилуйся над нами, о, смилуйся. Баранку Божий, Тебе отпускаешь
Боже, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечер Егоною. Пане, я не богатый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 140. Укрепшу путы холодная тяпка, где паутине забыта памук. Мать испарила малое дитятка, спит межребёлый на сене платок. Что им краснеет небо рака маленький, может анёлом сомкнутся узы. Типа клиент, город старенький, можно голову, может прикрыть. На коляды утешени объявился Бог слышни. На коляды просто для звезд нам явился Господь Христос. На коляды утешени объявился Бог слышни. На коляды просто для звезд нам явился Господь Христос. Хай хоть тебе, хай люди поснули, хай пригожа, так прицепляє. Обуч на сердце народной матуни, хлопчик Ісус без тривоги на сне. Снись на поле самотные моры, править маленькие от хлопотом без. А в Вифлееме першотная мамы, Господь Христос прославляется свет. На коляды утешени объявился Бог слышни. На коляды просто с небес нам явился Господь Христос. На коляды утешени объявился Бог слышни. На коляды просто с небес нам явился Господь Христос. На коляды утешени объявился Бог слышни. На коляды просто с небес нам явился Господь Христос. Номер 258. Молю тебе, великий Бог, ты один Бог, ты свету Бог, молю тебе, хвалить хочу за
Молимся. Милосердный Ojcze, подмасованные святыми дарами, покорно Тебя просим, как верно слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими и правды были про Христа Пана нашего. Amen. Объявы душпасторские. Наступная неделя, неделя інвестиційна. Всі ахвяри, складені подчас Святої Мши, призначаються на будову. З завтрашнього дня розпочинається у літургії костьола так званий період звичайний, але традиційно буде співати колядки до 2 лютого. Колядні ответины, триваючи в нашій парафії, це передусім молитва і благословлення сім'ї, освячення домов і квартир. Так само магчимость розмови зі святаром. Старейші особи і ті, хто може, захочуємо записатися у тягу дня. Записатися можна у закристії. У неділю 2 лютого, після Святої Мши о 12 годині, у нашій парафії традиційно відбудеться, можна сказати, колядний концерт, присвячений успоміну благословленого Бранислава Маркевича. Можна заспівати колядку якусь, можна прочитати вірш про колядки, а можна так само виказати свої інтелектуальні, літературні, малярські різні принципи, як що-нибудь представити. У цьому годі особисто ми, ксяндзи Михаліти, будемо святкувати 20-ю годовину канонізації, беатифікації Василькарнацького благословленого Бранислава Маркевича, засновальника наших супольностей. Після перепинку зимових канікул узначалася катехеза у нашій парафії. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у найсвятішому сакраменті. Дякуємо за хлірування на будову, за супольну і індивідуальну молитву, за спів і право літургічної, за прибирання каплиці, катехетичної зали, зниження території, а так само тим, хто дежурив, помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за добродіїв передавців нашої парафії, так само обнови добродіїв, будівництва санктуарія Божої милосердності, за нас доручаючи кожного поособку, опеці Матці Божої Ружанцової Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Дякую, що ви є, що приходите. Примите Божие благословение, хай на вас наполнится правдой, радостью и супокоем. Зима уже скоро скончится, не трудитесь, будет весна. Пан с вами. И с духом Твоим. Хай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь убежла Шатана,
і інших злих духов, які нас богослужують по світі. За наших близьких померлих, за померлого Едуарда, Ангел Панський зіставав Панні Марії. І звершала от Духа Святого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь і в годину смерті нашої. Ось я, слуга Панська. Нехай не станеться погоди Твоего слова. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь і в годину смерті нашої. А слово сталося тілом. І поселилася між нами. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь і в годину смерті нашої. Молися за нас, Святая Богородиця. Осталися ми годними обіцяннями Христова. Молимся, всемогутный вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши бразонёнское звествование, утеловление Христа Твоего Сына, прозмуху Его и крыш были доведены до хвалы у воскрешения, раз Христа, Пана нашего, Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як ласка векуся, перед Отцом і на веки вічні. Добрый езо наш Пане, Дай їм вічне нехай спочивання. odpoczywają у супокой вечным. Аминь. У звичайних співниках номер 157. Зора засвятила, зора засвятила, світу веселила, світу веселила, світу веселився, світу веселився Христос, народився Христос, народився. Люди, поспешайте, люди, поспешайте, завтра, привітайте, завтра, привітайте. Христа народження, Христа народження, людям наславлення, людям наславлення. Нехай буде похвалений. Найсвятейший сохран, правдивое тело и кровь Ана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален Найсвятейший сохран, правдивое тело и кровь Ана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален